Василий Емельянович Шалабаев – историческая личность. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Человек с большой буквы, педагог, поэт, мыслитель, патриот своей родины. Рассматривая одну из его граней, поэзию, можно представить, каким он был человеком. Несомненно, счастье достигнет тот, кто стремится сделать счастливыми других, способных хоть на время забыть о своих интересах, о себе. Он глубоко сопереживал всем страдающим от несправедливости народа. Я далеко не злорадствую. Мой униженный интернациональный дух кровоточит. Я горько сопереживаю трагедию армян и азербайджанцев, грузин и осетин, узбеков и турков-месхетинцев. Василия Емельяновича волновала проблема формирования культуры личности, способной ценить и признать многообразие мира, взаимосвязь народов. Он пишет: мучительно терзают иногда. Неужто надо, чтобы люди стали человечней? Нужна нам обязательно беда. Неужто надо, тюрки и славяне, по нынешним раздорным временам, чтобы соседки с грустными глазами кусочек хлебца протянули нам? Поразительной своей трогательностью строки позволяют задуматься каждого из нас о завтрашнем дне. А у молодого поколения воспитывают чувство ответственности, гуманности. Какая глубина мысли! Не хочу я мудрого покоя, а спокойной мудрости хочу. Прямой, честный и смелый, он бросал вызовы тем, с кем не соглашался, отчего и сам часто страдал. Если я кому-то нужен буду, хоть загнусь в дугу, но таким, какой вам нужен, извините, не могу. В этих строчках невольно слышится влияние Владимира Маяковского, любимого поэта Василия Емельяновича. Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят. Что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. Поэт-педагог сохранил футуристическую форму стиха Лесенку. Прослеживаются идентичные философские взгляды, трагические размышления. Сердце поэта, волнуясь, бьется в созвучии со временем, предчувствует беду. Не кричи, мое сердце, не каркай. И откуда взялась эта боль, будто в трещины, раны инфаркта взяли, брызнули аэрозоль? Не кричи же ты, сердце, не каркай. Я не все еще в жизни успел, лебединую песню не спел. Торопился жить, любить, работать, словно миг этот неповторим. Поэзия Шалабаева многогранна, но недостаточно исследована. Главным для поэта осталась любовь к человеку, своему краю, призыв к дружбе между народами. Он был предан однажды выбранной профессии, как его кумир Ибрал Тынсарин, добр, открыт для людей, глубоко воспринимал их печали, радости, всегда стремился быть полезным своему народу. Все, кто знал Василия Емельяновича, говорили, что при одном только имени пробегает легкая волна мягкой, доброй улыбки. Жизненная энергия этого человека светится в его имени. Оставил свой добрый след он в душах выпускников, коллег, современников. Я жду. Хочу одной судьбы — оставить след, не наследить.